На наших уроках у вас всегда должны быть под рукой наш учебник по родиноведению. Посмотрите, пожалуйста, у всех есть. Рабочая тетрадка по родиноведению. И иногда нам с вами понадобится обычная тетрадка в клеточку. 12 листов будет достаточно. Хорошо? Повторяю, у вас всегда должен быть на столе учебник по родиноведению. Посмотрите, пожалуйста. Рабочая тетрадка по родиноведению и обычная тетрадка в клеточку. Желательно 12 листов, но нам хватит. Хорошо, ребята, тогда начнем наш урок. Все, надеюсь, что у всех все есть, верно? Приступаем к нашему уроку. Сегодня у нас с вами 4 сентября. У нас урок родиноведения. Наша тема – государственная символика Кыргызской Республики. Повторяю, наша тема – государственная символика Кыргызской Республики. Сегодня мы с вами будем расширять знания о символах Кыргызстана, обобщать знания о государственной символике страны. Мы узнаем авторов герба, флага и гимна. Нет, ребята, когда нужно будет вам писать, я вам скажу, хорошо? Будем развивать познавательный интерес и расширять кругозор в области и государственной символики. Хорошо, ребят, скажите мне, пожалуйста, что такое Родина? Как вы думаете? Ребята, пока ничего не записываем. Я все вам скажу, хорошо? Вопрос, повторяю, как вы думаете, что такое Родина? Симметрия. Верно, родная страна, где мы родились. Хорошо, еще. Хорошо, молодцы. Хорошо, умнички. Ребят, прежде чем приступим, запишите, пожалуйста, домашнее задание. Вам нужно будет выполнить задание в рабочей тетради по родиноведению по теме государственная символика Кыргызстана. Странички 5, с 5 странички по 8 страничку. Запишите, пожалуйста, в дневнички. Вам нужно будет выполнить задание в вашей рабочей тетрадке по родиноведению. Запишите, пожалуйста, в дневнички, не торопитесь, записывайте аккуратно. Напоминаю, что вам нужно будет выполнить домашнее задание в тетрадке рабочей. Не в тетради в клеточку, ребята, а вот в такой рабочей тетрадке. Откройте, пожалуйста, посмотрите. Откройте страничку 5. И вы увидите все задания. Ребята, все записали, все посмотрели?
Все, молодцы. Так что же все-таки такое Родина? Родина – это слово содержит множество смыслов. Родина – это край, в котором вы родились, выросли и живете. Наша Родина с вами, ребята, это Кыргызстан. Ребята, прежде чем мы будем узнавать больше про нашу Родину, я бы хотела провести с вами такую небольшую словарную работу. Хорошо? Ребята, демократия – это политический строй, при котором верховная власть принадлежит народу. То есть у нас Джугуркук Кинеш, да? Посмотрите, пожалуйста, на картинке наш дом правительства, да? Суверенитет – это полная независимость государства в его внутренних делах и ведении внешней политики. Конституция – это основной закон, по которому живут все граждане страны. Прочитайте, пожалуйста, самостоятельно. Ребята, прочитали? Хорошо, пожалуйста, прочитайте. Я вас не тороплю. Хорошо. Ребята, Кыргызстан – наш родной край, наша родина. На этой земле народ жил с древних времен. Ребят, вы, пожалуйста, меня внимательно послушайте, хорошо? И сохранили землю для своих потомков, а значит, для нас. И мы должны продолжить традиции своих предков, сохранять и приумножить богатство своего государства. А для этого мы должны с вами хорошо учиться, любить и знать историю своей Родины. Республика Кыргызстан – страна в Центральной Азии. Она расположена вдоль Великого Шелкового пути древней торговой между Китаем и Средиземноморьем. Ребята, Кыргызстан граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. Повторю, да, что Кыргызстан граничит с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. Конституция Кыргызстана, ребята, была принята, запомните, пожалуйста, 5 мая 1993 года. Конституция Кыргызстана была принята 5 мая 1993 года. Мы с вами знаем, да, что Конституция – это основной закон, по которому живут все граждане страны.
Ребят, пожалуйста, не балуйтесь, хорошо? В Кыргызстане, ребята, 7 областей. Баткенская, Джалалабадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская и Чуйская. Пожалуйста, повторите самостоятельно все области. Перечислите их. Баткенская, Джалалабадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская, Чуйская. Повторите, пожалуйста, самостоятельно. Повторяем все 7 наших областей. Баткенская, Джалабадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская и Чуйская. Хорошо, молодцы. Хорошо. 31 августа 1991 года Кыргызстан принял декларацию о государственной независимости и стал суверенным государством, которое признали все страны мира. Ребята, скажите, пожалуйста, 31 августа какой праздник мы с вами отмечаем? Какой праздник мы с вами отмечаем 31 августа? День независимости Кыргызстана. Верно. День независимости. Правильно, ребята. Ребята, Кыргызстан одни из самых первых выпустили свою национальную валюту. С 10 мая по 15 мая 1993 года Кыргызстан выпустил свою национальную валюту сом тыин. 10 мая по 15 мая 1993 года Кыргызстан выпустил свою национальную валюту сом и тыин. Мы были одни из самых первых. Столица Кыргызстана – город Бишкек. Город Бишкек относится к Чуйской области. Общая численность населения Кыргызстана по данным на 1 января 2019 года составляет 6 миллионов 389 тысяч 500 жителей. Ребята, писать ничего не надо. Общая численность Кыргызстана по данным на 1 января 2019 года составляет 6 миллионов 389 тысяч 500 жителей. Давайте мы посмотрим с вами карту Кыргызстана. Да? Мы с вами видим, что Кыргызстан граничит с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. Вы видите все 7 областей, да, нашей страны? Давайте посмотрим. Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская, Нарынская, Джалалабадская, Ошская и Баткенская, да? Посмотрите внимательно на нашу карту.
Хорошо, идем дальше. Продолжаем с вами. Ребята, как вы думаете, что относится к символам государства? Ребята, что относится? Ребята, государственный символ – это национальное богатство. Государственные символы Кыргызстана – это флаг, герб и гимн. Государственные символы святыни, на которых воспитывается патриотизм, трепетное отношение к своей родине, их надо знать и чтить. С них начинается наша Родина. Начнем мы с вами с флага. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, как выглядит флаг Кыргызстана. Флаг Кыргызстана, государственный флаг Республики Кыргызстан, представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с 40 равномерно расходящимися золотистыми лучами. Внутри солнечного диска красным цветом изображен тундук кыргызской юрты. Государственный флаг нашей страны утвержден 3 марта 1992 года. Авторы флага – ученый Сабыр Иптаров, художники Бекбосун Джайчибеков, Джусуп Матаев, архитекторы Маматбек Сыдыков, Эдиль Айдарбеков. Не случайно авторы выбрали такое решение. Издавна кыргызы считали, что если тундук открыт и над ним вьется дымок, значит есть жизнь и согласие. Круглый ободок тундука на национальном флаге воплощает собой непрерывность жизни. Перекрещивающиеся тройные линии на нем – это струны кыргызского комуза. Солнце и 40 золотистых лучей, ребята, 40, обратите внимание, не 48, а именно 40. Это озаренное светом и теплом будущее равноправных граждан Кыргызстана. А красный цвет флага – цвет свободы, который отстаивал в своей долгой истории кыргызский народ. Давая клятву на верность родине, воины целуют знамя, почтительно преклоняют колени. Каждый гражданин должен уважать эту святыню и делать все, чтобы флаг Кыргызской республики реял гордо и свободно. Напоминаю вам, что флаг нашей страны утвержден был 3 марта 1992 года. Повторите, пожалуйста, государственный флаг нашей страны утвержден 3 марта 1992 года. Рассмотрите, пожалуйста, внимательно наш флаг. Переходим дальше. Герб Кыргызстана. Посмотрите, как выглядит герб нашей страны. Герб Кыргызстана на темно-синем фоне государственного герба Кыргызской республики изображены восходящие над снежными вершинами Алато. Посмотрите внимательно на наши горы. Золотистое лучистое солнце. Посмотрите, видите ли вы солнце?
символизирующее наше молодое государство, и голубой иссык-куль, как бы воображавший в себе нравственную чистоту, гордость и патриотизм обитателей кыргызской земли. Поддерживает горы, солнце и озеро своими могучими крыльями. Белый кречет великого Манаса, воплощение национальной гордости, независимости, свободного духа кыргызов. Именно поэтому главная награда страны, знак народного героя Кыргызстана, носит название Ак-Шумкар. С двух сторон композицию обрамляют золотистые колосья пшеницы и белые коробочки хлопка. На гербе надпись «Кыргыз Республика Сы», Кыргызская Республика. Герб Республики Кыргызстан был утвержден 14 января 1994 года постановлением Джугурку Кенеша парламентом Кыргызстана. Авторы герба — художник Асейн Абдраев и генерал милиции Садырбек Дубанаев. Ребята, в каком году был утвержден герб нашей страны? Повторяю, герб нашей страны был утвержден 14 января 1994 года. Хорошо. Хорошо. Ребята, гимн нашей страны. Гимн — это слово греческого происхождения, означающее торжественную песню, исполняемую в особых, наиболее важных случаях. Гимн — это главная песня страны. Государственный гимн Кыргызской Республики был принят 18 декабря 1992 года. Автор текста гимна — народный поэт Кыргызстана Джалил Садыков и поэт Шабданалы Кулуев. Ребят, пожалуйста, не балуйтесь, у нас с вами урок. Музыку написали известные композиторы Калым Малдабасанов и Насыр Давлесов. Когда исполняется гимн Кыргызстана при открытии и закрытии сессий парламента, открытии торжественных собраний, посвященных национальным праздникам на телевидении и радио, при открытии исторических памятников, при поднятии государственного флага, при встрече и проводах глав других государств. Его исполняют также при открытии памятников и монументов в честь знаменитых событий или в честь выдающихся деятелей. При публичном исполнении присутствующие выслушивают слушают гимн государственный стоя. Мужчины снимают обязательно головной убор. При публичном